Итак, друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Евгений, и сегодня мы с вами покажем всему городу, как правильно пересекать перекрестки на велосипеде. Точнее, без велосипеда, спешиваясь перед каждым переходом, перед каждой зеброй, проходя пешком по переходу, по тротуара к тротуару и дальше не спеша, не мешая прохожим, не создавая помех, двигаемся дальше. Так как нас с вами достаточное количество, мы сейчас разделимся на группки по 3-4 человека, примерно присматривайте себе компаньонов. У меня есть несколько маршрутов, они все в центре, то есть это центровые перекрестки, центровые улицы, по которым как раз очень большой трафик проходит. Наша задача двигаться сегодня исключительно по тротуарам, то есть мы едем по тротуару, не выезжаем на проезжую часть, это очень важно. Как только по тротуару мы подходим к перекрестку какому-то, спешиваемся и аккуратно переводим велосипед через перекресток. Можно пройти в одну сторону, перейти в другую сторону, можно проехать к следующему перекрестку. У нас примерные маршруты. Что значит примерные? То есть, например, будет улица Лермонтова, перекресток с Курашова, с Петра Алексеева, со Свердлова, с Халтурина. Это не говорит о том, что мы должны конкретно придерживаться этих улиц и так далее. Плюс-минус один квартальчик. Где-то захотели там отойти в тенечек постоять, отошли. Водичку купили, перешли по переходу, перешли там по переходу, двинули обратно. Как раз есть, с расчетом по времени. Да, чтобы... и старайтесь рассчитать так, чтобы к 7 часам мы прибыли на площадь Орджоникидзе. То есть это все в центре происходит, примерно без 10, без 15, 7, без 5-7 в сторону Орджоникидзе двигаемся, и там у нас будет общее собрание. То есть вторая волна ребят, которые смогут с 7 начать, они оттуда стартанут, а мы там закроем этот маршрут. Вот. Что касается еще регламента движения, никому стараемся не мешать, не создаем помех, улыбаемся. Если кого-то видим пересекающего на велосипеде переход, грозим ему пальчиком максимум, да, никого не толкаем, никого не оскорбляем, ведем себя очень вежливо. Люди, видя нас переходящих, должны понять, что если мы, взрослые люди, дяди, тети, дети, подростки, переходим пешком, то значит это должны делать все. Это прописано в правилах дорожного движения. Это элементарная основа поведения велосипедистов. Это самое частое нарушение проезжания на зебру. То, что запрещается, то, что да, конечно, этого нельзя делать. Этого поэтому мы постараемся это сделать. Поэтому нужно переходить дорогу правильно, именно переходить. То есть все верно. Пешком. Да. Теперь давайте мы разобьемся на группки по 3-4 человека. Подходите, представитель каждой группки. Кто с кем будет, давайте, кто как встал, так и будет, да, Да, ребята, вы втроем, держите, ваш маршрут примерно плюс-минус, там одна улица, один перекресток. Так, Лиля, Аня, Александр, вот ваш маршрут. Ну давай, Боря, я с тобой поеду. Так, у вас получается на троих. Вот будет маршрутик. Вот раз, два, три, да, получается. Вот. У вас будет маршрут, еще, наверное, Максим с вами будет. Да, вот как раз отлично, примерно по 3 человека. Ну, все, мы будем с счетом, кто осталось. То есть это не говорит о том, что мы прямо должны придерживаться, там, зашел за чужую территорию, да, все. Конечно, нет. Да, расстреляли. Можете где-то пересекаться, можете двигаться. Можете, если пересекаетесь, там, в принципе, очень даже наоборот хорошо да, будет. это постояли по, привет, привет. Друг другу привет, там, прошли спокойно и так далее. Конечно, конечно. Ну и также по времени рассчитываемся. Да? У нас осталось 35 минут. Чтобы доехать. Ну, опять же, не торопимся, соблюдая все правила дорожного движения. Переходим, также показываем правильный пример, как мы опять же сказали, все верно. Всем людям. Ну и опять же, не забываем то, что запрещающие действия наши, которые опять же ребята делают, в принципе, согласно Кодексу административных правонарушений, предусмотрен штраф. Да, это наказуемое действие. Поэтому об этом тоже напоминайте, кого видите, который не спешивается и переезжает проезжую часть на велосипеде, да? Да, и как-то ему погрузите, это в принципе штраф, там, конечно, сумма штрафа небольшая, но все равно это запрещается и имеется за данное правонарушение, опять же, все верно. штраф. Да. Все? Ну что ж, дорогу. Все, готово. Маршрут посмотрели. Спасибо. Так, у нас какой маршрут? Ну вы тогда этот. А вон Максим.
Может, сфотографируешься с ним? У него защитные средства. Миша, держи. Так, Курашова, Джаникидзе, И там еще спину. Курашова, Ярославского, Ярославского, Ходорова. Это что? Курашова, Орджоникидзе, Курашова, Ярославская, Ярославская. Ну, это получается, сейчас едете в Курашова, выезжаете до Орджоникидзе. Ну, первый Курашова, же будет да. кто ехать? Я улицы не знаю. Нет, мы разделились по группам. Нас Ну, четверо это по будет. группам. Получается, вы это перекрестки Курашова, Орджоникидзе, Курашова, Ярославского, по Курашова прямо. Потом Ярославского от Хабарова, получается, на берег выезжаешь, и Ярославского Амосова. Ну, Ярославского Амосова, в принципе, центр. 19:00, площадь Орджоникидзе. Маршрут пятый кто? Все, всем удачи. До Орджоникидзе. Ну, так сказать, звонили. А? Поехали. Да я на автопилоте. Не бережет свой велик. Так, у нас остается сколько? 5 минут. Кого ждем? А. Ты можешь с самого начала рассказать, как тебе идея вообще появилась и как ты реализовал, и твои Да, друзья, да, как да. они поддержали или нет? Мгм. Друзья, сегодня мы провели замечательное беспрецедентное мероприятие, акцию «Спешка». Что же это означает? Давным-давно витает идея в воздухе показать всем велосипедистам, велолюбителям, как нужно правильно пересекать перекрестки. Все это знают, большинство это принимает, но многие до сих пор не переходят правильный переход. Переходить нужно, спешившись с велосипеда, ведя его рядом, пешочком по пешеходному переходу. И вот в один из дней, благодаря многим разным событиям, печальным и не очень, которые сподвигли нас сделать эту акцию, мы решили своим примером, живым примером показать, как это все должно происходить. Мы кинули клич в велосообщество, в велогруппы, собрали активных людей. Многие пришли, вы видите, с детьми, есть разного возраста люди. И с единым флажочком «Спешивайся» мы разделили город на участки, на районы, разделились сами на группы и в течение часа-полутора просто катались по городу, по тротуарам,
правильно переходя перекрестки. То есть мы подъезжали к проезжей части, спешивались, проходили пешком по зебре, тем самым показывая, как это нужно делать. Я думаю, что хотя бы часть людей, которые увидели нас, которые поняли, что все-таки переход пешком это безопасно для здоровья, это не создает помех ни водителям, ни велосипедистам, ни пешеходам, приняли это во внимание и в дальнейшем будут поступать таким образом. Кроме того, больше того я скажу, что это прямое нарушение правил дорожного движения, когда велосипедист пересекает, да даже самокатчик пересекает проезжую часть по зебре, не спешиваясь, двигаясь на транспортном средстве. Это ни в коем случае нельзя делать. Мы видим, что к чему это может привести. Это очень прискорбно. И эти акции, я думаю, что они будут в дальнейшем периодически, мы будем стараться показывать. Лучше всего показывать на своем примере. Когда дети, взрослые видят, что большинство людей переходят правильно, они стараются этому тоже соответствовать. Спасибо всем, кто принял участие. Публикуйте, распространяйте, доводите до всех информацию о том, как правильно переходить перекрестки и соблюдать прочие правила дорожного движения. Всем удачи на дорогах! Здравствуйте! Сегодня мы провели акцию «Спешка» совместно с велосообществом города Якутска, которая, опять же, нацелена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Ну и, соответственно, чтобы у нас велосипедисты уже соблюдали все правила дорожного движения и переходили дорогу как положено, то есть спешившись и в пешем порядке. И также у нас, согласно правилам дорожного движения, запрещается именно проезжать проезжую часть по пешеходному переходу. Ну и, в принципе, за данное нарушение у нас есть штраф, который предусматривается статьей 12.29, частью 2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Ну и там имеется штраф в размере 500 рублей за данное правонарушение. Поэтому, опять же, призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, ну и особенно велосипедистов просим переходить дорогу в пешем порядке и спешиваться, не спеша переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Ну и также родители должны проводить беседы со своими детьми о том, чтобы дети, опять же, если катаются на велосипеде, соблюдали правила дорожного движения, то есть катались по тротуару правильно и также переходили дорогу правильно, опять же, спешиваясь, переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Насколько важно взрослым людям показывать вообще пример, потому что есть люди, на которых дети смотрят. Да, ну, конечно, большой пример у нас приводят, конечно, взрослые. То есть, соответственно, у нас неправильный пример быстро воспринимают дети. Ну и поэтому хотелось бы попросить всех взрослых, которые катаются на велосипедах, своим правильным примером показывали детям, как нужно переходить дорогу. То есть, если они катаются на велосипеде, то должны спешиваться. Ну и даже если когда они пешком ходят, также, чтобы они переходили дорогу только по пешеходным переходам. И перед тем, как перейти дорогу, убеждались в безопасности своего перехода. И после этого только переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Так, сегодня вы поучаствовали в акции «Спешка». Как вообще прошло событие? Что думаете? Ну, как мероприятие, это очень полезное для молодежи, для детей и даже взрослых. А так мы прошли по заданному маршруту, показали пример для молодежи, для детей. Задумка очень полезная. Побольше бы таких мероприятий. Какие-то интересные моменты были? Ну, интересно, ну, почти не было. У Михаила, по-моему, были. Мы даже не заметили, что было. Что-то было. А люди, вот как на вас, когда смотрели, какая у них реакция была? Не, да, все смотрели, да, реакция у них была положительная. И даже удивлялись. Ну, другие велосипедисты. Ну да, положительную. Они тоже спешивались. Да, конечно. Хорошо, спасибо. Ну что, Лилия, решили зарядиться? Да. Кофе? Вот у меня с ребенком.
Мы сегодня показывали пример на примере ребенка, как нужно переходить дорогу. Ага. Ехала с нами наравне, останавливалась, переходила. Ну что, как Флажками. учить детей энергозатратно? Или Ну, нет? она у меня уже ученая, все Ага. знает, в принципе. Нет, имею в виду вот А других, других людей. которые нам встречались по дороге, некоторые люди видели нас, Ага. подъезжали на велосипеде, видели нас и останавливались и переходили дорогу. Ну, прямо было видно, что они на нас сначала посмотрели, прочитали надписи, потом пошли. Ага. Несколько таких человек было. Но 2 человека, конечно, на нас не среагировали. Один, как мы выяснили, оказался немой. Мгм. А второй человек был в наушниках, тоже где-то на своей волне проезжал. Мы его остановили, Мгм. сказали ему: ты знаешь, что нужно спешиваться, когда переходишь? К сожалению, он сказал: знаю, и поехал дальше. Ну, может быть, призадумается в следующий раз, а вдруг там где-то с этими желтыми флажками будут проезжать. А вообще опять об остановят. акции, как вообще, когда Евгений Никифоров зов поднял, это было на посредухе, да? Ты Да, там была? но меня там не было. А, Я из WhatsApp об этом узнала. мгм. И Да? вообще такие акции, они нужны городу? Мне кажется, да. Ну, по крайней мере, люди будут замечать, Эффект как правильно, как должно Эффект быть. будет? По крайней мере, будут читать в и пятницу, задумываться. когда все идут гулять, да? Да. Ну, кстати, вот пятница хороший день. То есть это не выходной, когда все дома сидят, а пятница одновременный рабочий день и да. Все тут- уже гуляют и в то же время идут ну. еще на улице, домой идут. Ну да. Мгм, спасибо. И еще один вопрос по поводу планах с велосообществом. У вас уже какие-то планы есть? на Ну, в ближайшее планах время? с велосообществом, опять же, организовать наше велосообщество, чтобы она у нас увеличивалась, и, соответственно, у нас увеличилось количество правильных, так сказать, участников дорожного движения, которые катают на велосипедах и также передают правильным примером другим участникам дорожного движения. Мгм, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы катаетесь на велосипедах? Да. Вы принимаете участие в Да, акции? приняли участие. Ага. Откуда узнали об объявлении? Ну, об акции? Нам переслали и плюс еще в Инстаграме увидели. В Инстаграме. А так переслали в WhatsApp. По WhatsApp. Ага. А вообще, что думаете об акции? Ну, я поддерживаю, так как сама этот представитель отряда ЮПИТ. Я сама работаю в садике, поэтому по правилам дорожного движения я тоже своих детей и других детей тоже учу. Мгм. Ну да, это, кстати, важно, потому что тут есть опытные велосипедисты, которые могут... Да, вот Больше. схожу же и вижу, смотрю, у них даже экипировка совсем уже другая, чисто Ага. профессиональная. А вот Ага. велосипеды недавно только купили и своим детям уже объясняют, что и как нужно переходить, как дорогу надо. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Мгм. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте. Ага. Как вам пришла идея поучаствовать в этой акции? Я увидел в велогруппе и такой подумал, почему бы не поучаствовать. Ага. Хорошая затея для города, как раз таки. И что эта акция даст городу? Чтоб люди видели то, что надо спешиваться. Особенно новичкам, которые еще катаются без защиты и неопытные. Мгм. А вы своим друзьям будете пропагандировать правила дорожного движения? Да, Каким образом? говорить и по шлему давать. Друзьям можно. Ага. И в целом, какие впечатления были об акции, когда вы участвовали? Что вы заметили? Какие-то интересные моменты, может, были? Во-первых, мне саму непривычно, потому что я 50 на 50, когда спешиваюсь. Когда людей нет, я обязательно спешиваюсь, потому что это опасно, во-первых. Во-вторых, если есть люди, то... Что-то можно же говорить, да? Мгм. Вот, если есть люди, то с людьми можно проехать. Это более безопасно. А есть такие люди, которые просто смотрят под себя и проезжают, и не обращают ничего внимания. Я на такого женщину наткнулся, она была не на велике, но она была с телефоном, просто шла и вообще в меня чуть не врезалась. Она даже не заметила, что я ее объехал. И как бы, для таких людей, чтобы со стороны все видели, и брали пример, как-никак. Мгм. Хорошо, спасибо. И потом доделали до моста, и мост железный сделали. Вот этот весь. Потом вот это только сделали. И вот, потом будут
дальше моста. Спасибо. И тут еще вопрос по поводу пятницы. Вам неспроста, наверное, именно этот день. Ну, во-первых, так получилось, что акция была задумана в среду, и для ее технической реализации нужно было пару дней использовать. Пятница и 6 часов вечера, время, да, день недели выбран неспроста, это максимальный час пик. То есть, когда трафик на дорогах автомобильный, пешеходный, велосипедный максимально большой. Таким образом, мы увеличили зону охвата. То есть, люди максимально увидели, как это нужно делать. И я думаю, что все-таки довели до очень большого количества людей. И по поводу активистов, которые своим примером могут детям показать. Да, вы видите, что в основном это взрослые, адекватные люди. Большинство из них это велотуристы, велолюбители, велоспортсмены, которые очень давно ездят на велосипеде. Конечно, они прекрасно знают, как это нужно делать. И поэтому, когда инициатива от таких людей исходит, это вдвойне приятно и вдвойне полезно, потому что люди видят, как взрослые, адекватные люди делают правильные поступки, соблюдают правила. Кроме того, хочется отдельно сказать большое спасибо нашим друзьям. Вот сейчас ребята разъехались. Это служба ГИБДД, отдел пропаганды, безопасности движения. Они прибыли, мы с ними очень хорошо пообщались. Они раздали листовочки, раздали светоотражающие элементы для тех, у кого их не было до сих пор. Очень в дружеской обстановке. Они показали, рассказали о том, как нужно что-то делать правильно, неправильно, какие штрафы. Я думаю, что вот такие совместные мероприятия, это очень полезно для всех и приведет все-таки к повышению культуры соблюдения правил дорожного движения. И у вас есть какие-то планы на будущее? Я думаю, что подобные акции мы сделаем ежемесячно, и каждый месяц, раз в месяц мы можем охватывать разные пункты, разные моменты правил. То есть сегодня мы показали людям, как правильно переходить переходы, перекрестки пересекать по зебрам. Есть уже планы на следующую акцию. Возможно, это будет, скажу по секрету, только для вас, акция, направленная на соблюдение водителями бокового интервала. То есть, когда велосипедист двигается по правому краю проезжей части, многие водители стараются его зажать, прижать, подрезать, проехать совсем рядом. И вот именно следующая акция будет связана с этим. То есть мы к велосипедам прикрепим мягкие поролоновые палки с 50-сантиметровым отрезом, с надписью «Соблюдай интервал». И колонной будем кататься по центральным улицам, показывая, что все-таки водитель должен держаться на каком-то расстоянии от велосипедиста. Скорее всего, на следующую акцию придет максимальное количество велосипедистов. Да, мы сделаем это. То есть во многих европейских городах это проводится. Люди ездят именно вот с такими указателями, жезлами. Они мягкие, в случае чего не причиняют вреда ни пешеходам, ни машинам. Но я думаю, это будет очень показательно, когда колонна едет и просит таким образом водителей держать боковой интервал. Это очень актуально при движении, то есть очень много ДТП происходит именно из-за сближения. Актуально еще, наверное, в спальных районах, типа там очень. Гресс, Да. То есть заранее будет информация, будет анонс, вливайтесь. Я думаю, что мы сделаем это красиво, зрелищно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Только что подъехал. Во-первых, всем спасибо, кто приехал к 6 часам, кто принял участие, прокатился, прошелся пешком и своим примером показал, как надо пересекать перекрестки, ведя велосипед рядом. Все молодцы, здорово! Для тех, кто только сейчас присоединился, мы вам раздали флажочки, вы их закрепили на велосипеде. Сейчас у нас свободное время, по желанию, кто может, кто хочет, катаемся по городу. Но самое важное условие, переходим... Соблюдаем правила дорожного движения, переходим пешком, да. В пешем порядке, спешившись. И ведя велосипед рядом. Не создаем помехи, спокойненько идем. Флажочки все видят. Сфотографируемся с ними. Чем больше перекрестков, чем больше переходов, тем больше мы заметим, привлечем внимание и покажем, что так нужно делать. Также можете, кто еще раз подошел, своим друзьям, близким, родственникам рассказать правила дорожного движения, так как вы сейчас узнаете один секрет, потому что у нас те, кто катается на велосипеде и нарушает правила дорожного движения, согласно правилам дорожного движения у нас имеется глава 24, где есть пункт «Запрещается проезжать на велосипеде через проезжую часть». То есть за данное нарушение у нас есть штраф в размере 100 рублей согласно части 2 статьи 12.29 Кодекса Федерации административного нарушения. Поэтому также можете передать родственникам. Ну и
я вам, по-моему, еще не передавал, да? Памятки. Памятки, как правильно переходить дорогу, в принципе, да? Да, у кого там рука была сломана? Поворотку не включил. Зато будет заметно уже показывать, как поворачивать. Да? Ну и, соответственно, конечно, я вам уже раздал световозвращающие элементы, которые вам помогут быть заметными более, да? Ну и, конечно, нужно одеваться более ярко, чтобы вас водители замечали и принимали меры по сбрасыванию скорости своей, да, чтобы вам поступить на дорогу также пропустить. Хорошо? Ну и сейчас, в принципе, всем спасибо за участие в нашей акции. Ну и флажки можете себе оставить. Да, оставить кому надо. Также обращайтесь, можете раздам еще кататься на память. дальше. Да?